1 метр, 2 метр жер кетеді. Не надо возникать деген сияқты түсіндіру жұмысын. Пояснительную работу надо провести среди населения. Я халыққа түсіндіріп айтам, енді бұрында білесіздер ғой, енді темір жол Қалыбек ауылдық округінен өтті, Атакенттің ішімен өтті. Бұл емес қой, жаңалық емес қой, жаңадан түсіп отқан жоқ. Қанша грузовой, қанша пассажирский пойыздар өтті. Сондықтан ешқандай бір қорқыныш не, мұнда ешқандай не жоқ шығар. Ойбай анау пойыз өтсе үйім құлап қалады, мынау деген сияқты. Онда осыны келістік. Жаңағы мынау КТЖ-ның ұсынып отқан жұмысы, одан кейін мына экологический жоба, кімде қандай қосымша жаңағы ұсыныстардан оны жаяу жүріп көретіндейден бөлек. Қандай қосымша қандай ұсыныстар бар? Онда голосовать етіп может поддерживать. Еще надо зачитать вопросы. Вопросы есть. Так, пожалуйста, қандай сұрақтар бар? Наши материалы по проекту отчета о возможных воздействиях были вывешены на экопортал.kz, а также на сайт Акимата Туркестанской области для сбора замечаний и предложений от заинтересованных государственных органов и общественности. По результатам сбора этих замечаний была составлена сводная таблица, в которой не представлено замечаний от Акимата Туркестанской области, Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Министерства энергетики, Комитета по управлению земельными ресурсами, Департамента Комитета промбезопасности МЧС РК по Туркестанской области, Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области, Департамента экологии Туркестанской области, Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области, Управления земельных отношений, Комитет рыбного хозяйства, Комитет лесного хозяйства и животного мира, Комитет по водным ресурсам, Департамент государственной политики в управлении отходами, Комитет геологии. Не представлено замечаний от этих госорганов. Были выданы замечания Комитетом экологического регулирования и контроля. Я вот, если позволите, зачитаю. В отчете о возможных воздействиях строительства железнодорожной линии необходимо конкретизировать информацию о наличии земель особо охраняемых природных территорий оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения на территории и вблизи расположения участка работ. В отчет добавлены карты схемы всех раздельных пунктов с указанием границ санитарно-защитной зоны и селитивных зон. Эти слайды были добавлены в проект отчета о возможных воздействиях, а также вот на данной презентации представлены. Приложены согласования с Комитетом лесного хозяйства и животного мира, а также бассейновой водной инспекции и архитектуры. Вот на данных слайдах представлена, указана граница санитарного разрыва и санитарно-защитной зоны по каждой станции и разъездам. Второе. Необходимо указать географические координаты проектируемых объектов каждого рассматриваемого района. Координаты пикетажа указаны на планах и представлены в проекте отчета. Необходимо включить информацию относительно расположения проектируемых объектов и источников воздействия до ближайшей жилой зоны, розы ветров, выбранной санитарно-защитной зоны для строящегося объекта и мониторинговые точки контроля за источниками воздействия. Источники воздействия на окружающую среду и жилье приведены в разделах «Атмосфера», «Вода» и «Отходы». Учитывая расположение прокладываемой железнодорожной трассы вблизи жилых населенных пунктов, необходимо предоставить согласование намечаемой деятельности с уполномоченным органом в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. На следующей стадии проектирования будут получены все необходимые согласования. На стадии ТЭО, предпроектная стадия, сейчас рассматривается принципиальная возможность и стоимость реализации данного проекта. А когда уже будет стадия следующая, это проект, рабочий проект, будут получены данные согласования. При выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, иные лица обязаны содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению, до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородность
слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для цели рекультивации нарушенных земель и проводить рекультивацию. Данное ТО предусматривает рекультивацию нарушенных земель. Объемы рекультивации будут определены на следующих стадиях детального рабочего проектирования. Шестой вопрос. Обеспечить соблюдение норм статьи 140 Земельного кодекса, а именно снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы. Вот как было сказано, мы это будем все учитывать. Пока получены предварительные акты на земельные участки, при детальном дальнейшем проектировании будут определены необходимые площади и постоянное и временное пользование и определены компенсационные мероприятия. Седьмое. Необходимо предоставить характеристику возможных форм негативного и положительного воздействия на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности. Характеристика возможных форм негативного воздействия на окружающую среду она приведена в разделах проекта отчета о возможных воздействиях в разделе «Атмосфера, вода и отходы». На основании требований статьи 223 Кодекса необходимо представить информацию о том, как железнодорожные пути будут проходить через водные объекты, информацию о сооружениях и устройствах, предотвращающих загрязнение, засорение и так далее. У нас на стадии технико-экономического обоснования получено согласование Орало-Сахалинской бассейновой водной инспекции. На следующих стадиях рабочего проектирования будут уже получены на рабочий проект, соответственно, на проект. Переходы через реки Сырдарья, Келес, каналы Тагайлык, Шекистай, Северная Аракио, Шахты, Оранжи и другие поверхностные водные объекты планируется производить в местах пересечения их существующими автодорожными искусственными сооружениями. Строительные работы на реках планируется проводить в летний период, когда в реках минимальный водоток и так далее. В объем разработки данного ТЭО не заложены денежные средства, они не входят в разработку проектов установления водоохранных зон и полос, но это будет на дальнейших стадиях рабочего проектирования уже как отдельный проект рассматриваться. В соответствии с требованиями статьи 125 и 126 Водного кодекса в случае размещения предприятий сухих сооружений на водных объектах инициатору намечаемой деятельности подлежит реализовать при наличии соответствующих согласований. Но на следующей стадии инициатор намечаемой деятельности будет получать все необходимые согласования. 11. В отчете предусмотреть требования согласно статьи 88 Водного кодекса РК, запрещающий ввод в эксплуатацию водозаборных скоростных сооружений без рыбозащитных устройств, растительных, обводнительных, осушительных систем, водохранилищ, плотин, каналов и других гидротехнических сооружений. ТЭО не предусматривает водозаборных и сбросных сооружений и других гидротехнических сооружений. 12. Согласно пункту 1 статьи 223 Кодекса, в пределах водоохранной зоны запрещается проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию новых реконструируемых зданий и сооружений и их комплексов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение водных объектов в водоохранных зонах и полосах. Данным ТЭО не предусматривается строительство новых зданий и сооружений в водоохранных зонах и полосах, а также сбросы в водные объекты не предусматриваются. В соответствии со статьей 43 пункта 1.2 Земельного кодекса предоставление землеучастков, расположенных в пределах 500 метров от береговой линии, осуществляется после определения границы водоохранных зон и полос. Границы будут определены на следующей стадии рабочего проектирования. 14. Статьей 271 Кодекса Республики Казахстан о недрах и недропользовании регламентированы и установлены порядки для недропользователей, которые обязаны выполнять водоохранные мероприятия, а также соблюдать иные требования в области экологии. ТЭО не предусматривает разработку недр, добычу полезных ископаемых и недропользования. 15. Согласно пункту 1 статьи 65 Земельного кодекса, собственниками земельных участков землепользователи обязаны применять технологии производства, соответствующие санитарным и экологическим требованиям. Перечня много, здесь не специалисты сидят, вы свой это... Просто в соответствии с правилами проведения общественных слушаний необходимо всю сводную таблицу зачитать, но в целом скажу, что все замечания, выданные Комитетом экологического регулирования, были предусмотрены, они все касаются только экологии, да, поэтому будут учтены и включены в проект отчета о возможных воздействиях последней редакции. Спасибо. Жалпы алғанда бұл сіздердің проектировщиктердің айтып отырғаны
ауданның мына жаңағы территориясында темір жолдың құрылысын жүргізген кезде ауданның аумағындағы ешқандай неге экологиялық зиян келтірмейміз дейді. Жер асты суына, жер бетіндегі суға, ауыз суға, басқа табиғи қорғалатын ресурстарға экологиялық әсер зиян келтірмейміз дейді. Так, бұл кісінің айтып отқан экологиялық жобасына қарсылық бар ма? Қолдаймыз ба? Я қолға түсіреміз. Рахмет. Ал ендігі айтатын мәселе жаңағы өзіміз осылай шешкен неге сәйкес жұмыс тобын құрайық. Жұмыс тобына именно сол ауылдағы азаматтарды қосайық, темір жол өтетін ауылдағы. Мынау жобалаушы мердігер компанияның өкілдерін қосайық, Максимді ма, сол жердегі инженерлерді біреуі. Сөйтіп, мынау жобалаушы кәсіпорын ертең 4 май күні келген кезде бәріміз жүріп өтейік. Жұмысшы құрамымен и жаңағы шаруалар болады, одан кейін ауылдың биі болады. Бірге жүріп өтіп, конкретно окончательный мына жерден өту керек, мына жерден өту керек. Анау проектировщиктер жолдың ені пәлен болу керек, мына жерден мынандай болу керек, жерден жолдың шеті болу керек деген барлық кесіп берсе, сол жерде примерно, ажбан, сізді мамандарыңызды берсеңіздер, кадастрдың не болады? Метрмен немен өлшеп, нақты біз өзіміздің ұсынысымызды берейік. Емесе анерден өтсе, андай болады, берден өтсе, мынандай болады дегенше, өзіміздің ұсынысымызды бар, окончательно берейік. Келсеміз ғой? Келсеміз. Хорошо. Рахмет келудеріңізге. Рахмет сіздерге.